Служба государственной безопасности Узбекистана угрожает, запугивает и оказывает давление на журналистов, чтобы те избегали определенных тем и удаляли определенные материалы. Об этом говорится в расследовании, опубликованном 3 июня изданием The Diplomat. Издание опубликовало первую часть расследования усиливающихся репрессий службы государственной безопасности в отношении журналистов Узбекистана. Талиб Рахматов был журналистом-расследователем популярной ташкентской медиаплатформы Кун-Уз, когда в 2019 году его вызвали на первую встречу со службой государственной безопасности СГБ в кафе «Шумбала». Рахматов счел ресторан не совсем подходящим местом для такой встречи. «Шумбала» в переводе с узбекского означает «непослушный мальчик», отмечает издание. «Они сказали, что просто хотят узнать меня получше», вспоминает журналист. По его словам, за время работы на Кун-Уз сотрудники СГБ связывались с ним 5 раз. Каждый раз он чувствовал, что офицеры пытаются запугать его, чтобы он бросил работу. «Они косвенно угрожают», — добавил он. «Они говорят, вы же не хотите, чтобы ваш сын или дочь однажды стали калеками? Вы же не хотите, чтобы они перешли улицу и с ними что-то случилось?» Опыт Рахматова с СГБ был аналогичен тому, что рассказали более 35 журналистов, блогеров, правозащитников и обозревателей СМИ, у которых я брал интервью в Узбекистане с марта по июнь этого года, пишет автор статьи Шерил Эл-Рид, американский писатель и журналист, занимающийся исследованием журналистских свобод в постсоветских государствах. Кто имеет право пускать иностранных журналистов? Напомним, в течение 26 лет авторитарного режима бывшего президента Ислама Каримова журналисты подвергались в тюрьмах пыткам. А в конце 2016 года к власти пришел президент Шавкат Мирзиёев, который в свою очередь попытался создать ощущение неприкосновенности в отношении журналистов и блогеров. В итоге Мирзиёев руками председателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Камила Алламжонова и своей дочери Саиды Мирзиёевой создал целую корпорацию из проправительственных журналистов. Все же, кто не согласен с политикой режима, были объявлены врагами народа и подвергнуты давлению вплоть до фабрикации уголовных дел.